Сегодня у Бога есть для вас очень важное послание. Он шепчет вам на ухо и говорит, чтобы вы доверились своим инстинктам и что-то сделали. Кто-то из вашего прошлого вернется в вашу жизнь и попытается занять место в вашем сердце, но Бог говорит вам, чтобы вы пока были осторожны. Он говорит вам, чтобы вы не впускали их в самые глубины своего существа. Каждый из нас обладает даром интуиции, которая является направляющей силой. Мы знаем, что находимся на правильном пути, когда прислушиваемся к этому голосу внутри себя и доверяем своей интуиции. Вы получаете послание через Дом Бога. Подпишитесь на наш канал, чтобы сохранить этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Жизнь дает нам второй шанс восстановить связь с людьми и вещами, которые были важны в прошлом. Когда кто-то из нашего прошлого возвращается в нашу жизнь, мы не можем не почувствовать прилив надежды и тоски. Но в своей бесконечной мудрости Бог знает, что не все корни нужно пересаживать. Ваш инстинкт спокойно наблюдал и осмысливал происходившие события и людей, которых вы встречали в прошлом. Он впитал в себя полученные уроки, произошедшие изменения и исцеление душевных ран. Теперь оно ваш проводник, помогающий понять, соответствует ли этот человек, возвращающийся в вашу жизнь, тому, что вы сейчас переживаете. Бог хочет, чтобы вы знали, что в данном случае сохранение своего сердца не имеет ничего общего с гневом или обидой. Это способ сохранить себя и позаботиться о себе. Ваше сердце очень важно, и к нему нужно относиться бережно и доброжелательно. Оно помогает вам перестроить свою жизнь и обрести собственное счастье. Оно дает вам понять, как далеко вы продвинулись, и говорит вам, что вы должны гордиться этим. Он доверяет вашей интуиции, потому что видел, как пляшут ваши чувства в вашем сердце. Подумайте, когда этот человек снова подойдет к вам. Поразмышляйте над тем, почему он возвращается, потому ли, что он изменился, вырос и хочет жить в любви и взаимоуважении, или потому, что люди склонны держаться за то, что им знакомо. Ваш инстинкт знает, что делать. Он прислушивается к тому, что говорит, потому что хочет для вас самого лучшего. Вы знаете, есть ли у прежних отношений потенциал для развития в настоящем или их лучше оставить в прошлом. Напишите 11 и 11 для подтверждения. Помните, что Бог не просит вас навсегда закрыть свое сердце, а помогает людям быть мудрыми, размышлять о себе и быть открытыми сердцем. Он советует вам обдумывать возможные варианты, но делать это осторожно, прислушиваясь к своей интуиции и поступая соответствующим образом. Это убережет ваше сердце от ненужной боли и печали. Ваша интуиция защищает вас и направляет к тем связям и отношениям, которые лучше всего подходят для вас. Дорогая душа, верь в себя. Верьте, что вы достаточно сильны и разумны, чтобы принимать правильные решения для своего блага. Бог здесь, чтобы помочь вам на вашем пути, давая вам ясность и направление, в которых вы нуждаетесь. Знайте, что ваше сердце способно справиться с этой ситуацией, помочь вам исцелиться, полюбить и установить связь с новыми людьми, которые соответствуют вашему истинному «Я». Не позволяйте сомнениям помешать вам принять решение.
Верьте, что Бог с вами и направит вас на верный путь. Подойдите к этой ситуации с мудрым и осторожным сердцем, пока не убедитесь, что человек, который возвращается в вашу жизнь, заслуживает того, чтобы быть там. Вы достаточно ценны, чтобы быть любимым, уважаемым и счастливым. Верьте, что Бог на вашей стороне и направляет вас к тем людям и местам, которые помогут вам на вашем пути. Почитайте свои инстинкты, они будут сопровождать вас на этом сложном пути и оберегать. Вы сделаете выбор, который будет способствовать вашему росту и приведет вас к счастью и удовлетворению, которых вы заслуживаете. Дорогой человек, доверяй, действуй и охраняй свое сердце. Бог говорит, и вы можете учиться на Его словах. Напишите 111, если вы верите в это, и поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Бог говорит, что вам нужен месяц обильных благословений, месяц полный успеха, силы и процветания. Это то, что я хочу вам принести. Я поздравляю вас с тем, что вы делаете твердые шаги и с верой идете вперед в моем присутствии. За это я одарю вас еще большим благословением. Я был вашим проводником на всех ваших путях. Признайте, что за прошедшие месяцы я избавил вас от многих болезней и опасностей. Если вы хотите видеть открытые двери и получать пропитание с небес, то оставайтесь верными моему слову. Я призываю вас открыть свое сердце для сомнений в этом месяце и в последующие месяцы. Я буду с вами на каждом шагу. Не сбивайтесь с пути непослушания и не позволяйте глупым идеям проникать в ваш разум. Ваше нынешнее положение обусловлено не только моей любовью, но и вашей верой в мои обещания. Я всегда буду наблюдать за вами под своей защитной тенью. Держите глаза открытыми. В этот момент размышлений и духовности я хочу поделиться с вами посланием, которое исходит из трансцендентного. Бог в своем безграничном сострадании жаждет передать вам нечто важное. Это послание преодолевает границы времени и пространства, выходя за пределы земной реальности. Это неземное общение, которое соединяет вас с Божественным, подобно невидимой нити, связывающей ваше сердце с неземным. Голос Бога проявляется не в громе и величии, а в тихом шепоте, ласкающем душу. Представьте себе легкий ветер, ласкающий листву дерева в тихом лесу. Это голос Бога, мягкий, но полный смысла. В этот момент Он призывает вас довериться своим инстинктам, тем глубоким чувствам, которые живут в глубине вашего существа и ведут вас точно и мудро. Это голос, который течет, как безмятежный ручей, указывая путь вперед среди неспокойных вод бытия. Возможно, на этом этапе вашей жизни кто-то из прошлого вот-вот вернется. Человек, который когда-то занимал важное место в вашей истории, но на какое-то время пошел своим путем, отдалившись от вас. Бог советует вам действовать осторожно, не открывать двери своего сердца без разбора. Речь идет не о возведении непреодолимых стен, а о защите сокровищ, которыми является ваше сердце. Интуиция, этот божественный дар, служит внутренним компасом, который ведет нас по неопределенным водам бытия. Прямо сейчас вы настраиваетесь на этот внутренний голос,
который шепчет вам, что не все корни стоит пересаживать. Он подобен маяку, который освещает вам путь в темноте, давая уверенность и ясность, в которых вы нуждаетесь. Жизнь в своей непостижимой мудрости дает нам второй шанс вновь соединиться с людьми и ситуациями, которые когда-то были главными на нашем пути. Однако мы не должны принимать эти возможности без разбора. Ваш инстинкт был молчаливым наблюдателем, впитывая уроки прошлого, приспосабливаясь к переменам и залечивая душевные раны. Теперь, в настоящем моменте, он выступает в роли вашего проводника, вашего голоса развлечения на этом перекрестке. Помните, что защищать свое сердце – это не значит затаивать гнев или обиду. Это не значит, что нужно герметично закрывать двери, а значит, осознанно и избирательно относиться к тому, кого впускать. Ваше сердце – это священная обитель, оно заслуживает того, чтобы к нему относились с любовью и уважением, ведь оно – архитектор вашего существа и вершитель вашей судьбы на этом пути под названием «жизнь». Когда в вашу дверь постучится человек из прошлого, уделите время размышлениям, почему он возвращается, захотел ли он построить отношения, основанные на взаимном уважении и любви, или же он ищет убежище в привычном, чтобы успокоиться. Ваша интуиция – это ваш мудрый советчик, а она знает ответ. Прислушайтесь к нему, ведь он стремится к вашему благополучию и счастью. Не бойтесь защищать свое сердце от отношений, которые не соответствуют вашему росту и благополучию. Делайте это не из недоверия, а из любви к себе. Интуиция – ваш верный страж, направляющий вас к связям, которые обогатят вашу жизнь и помогут вам расцвести как личности. Верьте в себя, ведь вы достаточно сильны и мудры, чтобы принимать решения, способствующие вашему росту и ведущие вас к счастью, которого вы заслуживаете. Этими словами говорит Бог, и Его послание предельно ясно. В этом месяце вас ожидает период обильных благословений, успеха, силы и процветания. Каждый ваш шаг находится под Божьим любящим взглядом. Если вы сохраните веру в Его Слово, Он будет вести вас, как пастух ведет свое стадо. Доверяйте своей интуиции, поступайте мудро и охраняйте свое сердце не как акт закрытости, а как меру любви к себе и заботы о себе. Бог рядом с вами на каждом шагу этого пути, направляя вас к людям и местам, которые помогут вам на этом пути. Верьте в себя, верьте в Бога и продолжайте двигаться вперед с мужеством и верой, как мореплаватель, который полагается на северную звезду, чтобы найти свой курс. Наберите 999, если вы чувствуете истину этих слов глубоко внутри себя, и нажмите «Нравится» на этом сообщении, если вы верите в любящее присутствие Бога в вашей жизни, в Его постоянное руководство на вашем пути. Бог любит вас без всяких условий и всегда рядом с вами, как маяк, освещающий вам путь посреди самой темной ночи. Пожалуйста, приходите каждый день, чтобы послушать мое послание. В этом месяце я буду вести вас к пониманию того особого предназначения, которое я для вас приготовил. Не возрождайтесь из пепла только для того, чтобы вести однообразную и бессмысленную жизнь. Вы очень ценны и важны для меня, для моей работы, для вашей семьи, для ваших детей, а также для ваших друзей.
Если вы решили поверить всему, что я вам говорю, то поверьте и этому. Я вписал в ваше сердце особую миссию, но не спешите начинать дела или проекты без моего руководства. Не действуйте только на эмоциях, советуйтесь со мной, прежде чем принимать решения. Я хочу благословить вас, но сделаю это по-своему. Не желайте благословений другим и не завидуйте их успехам. Я приготовил для вас эксклюзивные подарки, вас ждет особая карта, полная сокровищ и даров. Пути уже проложены, и эти благословения придут, но чтобы получить их, вы должны крепко держаться моего слова и моего присутствия. Не тратьте свои дни впустую, наблюдая за другими, займите свое место. Ваши мечты будут исполнены, ваши желания осуществятся, и ваше руководство будет процветать. Я наполню вас желанием жить, сражаться и работать. Готовьтесь к завоеванию земли, которую я поставил перед вами, но идите на завоевание, помня о моем слове. Не делайте ни шагу, не посоветовавшись со мной. Стремитесь и проявляйте мужество во всем, что вы делаете, куда бы вы ни шли и где бы вы ни находились. Относитесь к людям с милостью и будьте примером любви и простоты. Не стремитесь быть похожими на тех, кто ищет славы мира и кичится своим имуществом. Не ищите мимолетных аплодисментов, которые длятся лишь мгновение, хотя они и довольствуются восхищением людей, их души полны одиночества и обмана. Если я одарил тебя великими благословениями, не тебе выставлять их на показ. Не подвергайте себя зависти разрушителей и не подвергайте риску свою семью ради пустых аплодисментов. Не называйте себя пастором, если вы им на самом деле не являетесь. Будьте очень осторожны, если вы решили игнорировать меня или пренебрегать моими словами. Знайте, что слово мое исполнится, я посеял его в вашей душе, и оно не вернется пустым. Вскоре семя прорастет, и ваша жизнь изменится. Я благословляю, лелею, защищаю и процветаю тех, кто проявляет мне верность, кто не игнорирует меня и не оставляет на заднем плане. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо во всех сферах, чтобы ваша душа процветала и возрастала в моем святом слове. Ваши молитвы также будут услышаны. Пишите 888, чтобы получить Божью любовь и пожаловаться Ему на то, что вам плохо или вы чувствуете себя слабым. Я хочу услышать вашу молитву, ваши слова покаяния и желание измениться. Они самые прекрасные, они наполняют мое сердце радостью. Поймите, что я открываю вам сверхъестественное видение и касаюсь вашего духа своим мощным помазанием. Почувствуйте мое присутствие, я здесь, и все, что я сообщаю вам, будет исполнено. Ищите меня в моем слове, просите меня о чудесах, которые кажутся невозможными. В этом месяце марте вы увидите, что ваша преданность и вера не были напрасными. Придите, взывайте ко мне, и я отвечу вам. В марте я покажу тебе великие и сокровенные вещи, а также мощные благословения, которые удивят тебя. Напишите сейчас и скажите, что вы верите в меня. Это месяц благословений, молитв, это будет прекрасное время радости и размышлений, но мне нужно, чтобы вы были внимательны. Не пропустите ни одной буквы этого послания.
Это месяц, когда нужно каждый день слушать мое слово, чтобы оно было записано в вашей душе и ожило, когда вы столкнетесь с проблемами, конфликтами, угрозами, слухами, нападками или сомнениями. Не бойтесь и не падайте духом, потому что я буду рядом с вами и помогу вам. Я недалеко и не спрятан. Вы можете поднять глаза к небу, поднять руки в знак капитуляции и поклонения, но я все равно буду с вами. Я не уйду и не покину вас. Помните, что мое обещание нерушимо, и мое мнение не меняется. Если вы оступитесь, ваше искреннее раскаяние и простая вера вернут вас на благословенный путь. Я твой путь, я твой всемогущий Бог, я твой пастырь. Вы идете под моей защитной тенью в жаркие дни, посреди пустыни, когда песок обжигает ваши ноги. Хотя вы чувствуете, что ваш дух жаждет, и вы направляетесь к благословениям, которых еще не видите, идите, не останавливайтесь, не сомневайтесь в моей любви или моем присутствии. Что бы ни случилось в этот момент, все пройдет. Еще один шаг веры, и вы увидите меня перед собой. Я дам вам испить воды жизни, я насыщу ваше существо и успокою вашу душу. Я наполню тебя радостью без меры, я наполню твой пустой кувшин святым елеем, я омою твои ноги и вытру их своим белым одеянием. Вы любимы и драгоценны для меня. У вас есть важное место в моем царстве, в вашей семье, где вы находитесь. Не упускайте из виду, что и вы будете жить со мной в вечности. Ваша жизнь продолжается, ваше предназначение никогда не заканчивается. Приготовьтесь жить вечно в моем божественном присутствии. Ваша вера – это уверенность в том, на что вы надеетесь, убежденность в том, что вы получите те блага, о которых вы просили меня. Ваша вера драгоценнее всех алмазов во Вселенной. Она придает силу и власть вашим словам, и благодаря ей вы получаете силу для принятия мудрых решений и терпение для ожидания. Мой Святой Дух говорит с твоей душой, и отныне, хотя ты можешь спотыкаться и падать, ты не сможешь отрицать, что моя любовь реальна и мое присутствие в твоей жизни истина. Ты никогда не сможешь отрицать этого. Хотя вам может казаться, что невзгоды одержали над вами победу, или вы можете быть сбиты с толку тем, что может произойти, это пламя, которое я зажигаю в вас, никогда не погаснет. Я люблю вас. Если вы верите словам Бога, вы всегда будете знать: я прощаю тебя и даю тебе лучший шанс. Это написанные и запечатанные истины, которые вы будете слышать каждое утро в свое ухо. У вас есть миссия, которую вы должны выполнить. Вы не можете идти назад или сидеть и ждать, пока кто-то побудит вас к действию. Я хочу, чтобы вы взрослели и росли. Вы созданы не для того, чтобы постоянно зависеть от людей, которые могут вас подвести. Встаньте, измените свой образ мышления, пойдите и посмотрите на себя в зеркало, которое столько раз вам лгало, и увидите, какой вы прекрасный человек. Цените достоинства, таланты и дары, которыми наделил вас ваш Небесный Отец. Вспомните каждый раз, когда вы преодолевали трудности и не молили о помощи окружающих, чтобы кто-то протянул вам руку помощи. Ты выходил из этих трудностей один, я тоже помогал тебе, и в конце концов ты искренне признал, что победа досталась тебе не благодаря удаче или личному мастерству,
а потому, что в своем сердце ты прижимал меня к себе, даже когда чувствовал отдаленность. Ты видел, как я проявлял к тебе любовь и тянулся к тебе, невзирая на твои ошибки. Я вытаскивал тебя из этих ситуаций и давал тебе победу, в которой ты нуждался. В этом месяце и в последующие месяцы вы можете быть уверены, что я все еще здесь. Я очень люблю вас и буду продолжать сообщать вам об этом, потому что я понимаю, что вы укрепляетесь, слушая меня, и что вы никогда не устанете, принимая и распространяя мое слово. В течение этого месяца ходите с верой, всегда смотрите в будущее и несите людям благословение. Впереди вас ждет много чудес и огромное счастье, но никогда не забывайте то, что я вам говорю. Ваша вера и благодарное отношение откроют небеса, чтобы осыпать благословениями вас и вашу семью. Вы мне сейчас поверите. Вставайте, готовьтесь к месяцу победы со всей верой. Беды не будет, вы в моих руках, и даже если вам придется столкнуться с трудными временами, продолжайте верить в это обещание. Если кто-то уйдет из вашей жизни, если закроется дверь или вы потеряете что-то материальное, не бойтесь, вы живы, я люблю вас и обнимаю вас. Вы находитесь в особом месте, по моей воле вы получаете исцеление, ваша душа получает утешение, и мой Святой Дух наполняет вас. Я знаю о ваших трудностях и желаю, чтобы вы обрели мир и ни в чем не испытывали недостатка. Искренне, без страха и тревоги занимайтесь своими делами каждый день, чувствуйте себя любимыми и защищенными своим Небесным Отцом. Изменения, которые вы наблюдаете вокруг себя, это дело моей могущественной руки, расчищающей ваши пути, устраняющей препятствия и прогоняющей тех, кто хотел бы вам навредить. Не прекращайте свою деятельность, не замыкайтесь в страхе, продолжайте молиться и благодарить, ни от кого не прячьтесь, особенно от меня. Я хочу благословить вас больше, чем вы можете себе представить. Я обладаю силой творить великие чудеса. Я могу стереть ваши прошлые ошибки и проложить вам путь в прекрасное будущее. Я хочу открыть вам смысл моей жертвы. Я отдал свою жизнь на кресте. Я перенес все ваши наказания в своем теле. Я страдал за вас. С верой я пришел снять с вас вину, чтобы вы не чувствовали себя удрученными. У вас есть наследство, которое вы получите в жизни. У меня есть для вас благословение и мир. Напишите 777, чтобы получить его, говорит Бог. Я поселил вас в месте изобилия любви. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя любимыми и защищенными днем и ночью, в жару и холод, где бы вы ни находились. Я вырываю с корнем одиночество, эту пустоту в животе, это странное чувство, что случится что-то плохое. Если вас предали, оставили плакать и разрывать душу, моя слава окружает вас. Я пришел поговорить с вашим сердцем словами любви и нежности, стереть ваши раны, стряхнуть пыль и пожать вам руку, поднимая вас в могучее будущее. Не плачьте больше о тех, кто вас не ценит, не отводите в своей душе особое место для тех, кто причинил вам боль. Если они хотят уйти, позвольте им уйти, если они хотят вернуться, подумайте об этом. Не доверяйте никому, кто раскрывает вам свои объятия. Я не прошу вас жить в одиночестве, мне не безразлично ваше сердце и любовная жизнь. Позвольте мне решать все по-своему, не предвосхищайте мои решения, не требуйте немедленных ответов.
Плачьте в возвращении предателей, но выздоравливайте и учитесь ценить себя. Осознайте, что вы носите в себе моего Святого Духа, как голубь летит с нежностью и садится на ваше плечо, чтобы направлять ваше сердце. Не обижайте его и не прогоняйте, как голубь защищает свое потомство от дождя и холода. Таким образом, ваша душа будет укрыта, а дух утешен. Однажды, когда вы достигнете небесной обители и предстанете передо мной, вы поймете многие ситуации, с которыми вам пришлось столкнуться. Но на это потребуется время. Моя воля, чтобы вы испытали частичку рая на земле, ощущение вечности, нерушимой любви, святой нежности, которая сияет ярче тысячи солнц, окружая вас прекрасным белым светом. Я хочу благословить тебя, любить тебя и защищать тебя. Верьте в это, позвольте мне сделать это. Ваша жизнь в моих руках, позвольте мне исправить вещи и людей, которые вас окружают. Я никогда не хотел, чтобы вы шли в одиночестве, терзаемые нуждой, страдающие и боящиеся того, что может случиться. Никого не бойтесь, не привязывайтесь к материальным вещам, пока у вас есть жизнь. У вас есть не только надежда, но и вера, и двери открыты, и чудеса могут происходить. Пожалуйста, пойдите и скажите каждому члену вашей семьи, что я люблю их всем сердцем, с нежностью и спокойствием. Положите руки им на плечи, посмотрите им в глаза и скажите эти слова: «Бог любит вас, и я тоже люблю вас». Дайте волю слезам, не стыдитесь, если вам нужно поплакать сегодня. Чудо восстановления и исцеления начинается в вашем доме. Это божественное и сверхъестественное благословение, которое я посылаю вам, растет и приближается. Примите его с благодарностью. Приходите завтра, я хочу снова говорить с вами, слушайте мой голос, и вы будете наполнены миром. Вы будете знать, что своей любовью я жду вас, я люблю вас, и все, что приходит отсюда, это успехи и благословения. У меня есть план для вас, и кто бы ни противился, этот план будет исполнен. Теперь, когда вы это услышали, нет причин продолжать подбирать крохи, которые выбрасывают другие. У вас есть свои собственные благословения и Небесный Отец, который с любовью принимает вас в свои объятия. Он исцеляет вас, поднимает, процветает и всегда заботится о вас. Те, кто стал причиной вашего падения, пожалеют о своих поступках. Напиши 222, если веришь, Бог говорит, что тем, кто унижал тебя, будет преподан урок, который они никогда не забудут за то, что подняли на тебя руку. Я защищу тех, кого люблю, и обращу в бегство всех ваших врагов. Я очищаю путь от препятствий и конфликтов. Пользуйтесь временем, не запирайтесь в своей комнате и не плачьте о прошлом, которое ушло. Кричите ветру, который не слышит вас, пропуская фальшивые объятия тех, кто презирал вас и хотел уничтожить. Я надеюсь, что ты любишь этих неблагодарных людей не больше, чем меня. Рядом со мной ты обретешь жизнь, счастье, которого у тебя никогда не было, эмоции, столь прекрасные, которых ты никогда не испытывал и о существовании которых даже не подозревал. У меня есть мощная причина для того, чтобы вы жили. Я открываю этот путь, который приведет тебя к твоим мечтам, чтобы ты следовал им.
Вам больше не нужно оглядываться назад. Никто в вашем прошлом не будет любить вас так сильно, как я, всегда желая для вас самого лучшего, благословляя и направляя вас. Я хочу, чтобы вы обрели уверенность в том, что вас любит и защищает сверхъестественный Бог. Я не прошу ничего материального, золото, серебро и драгоценные камни не производят на меня впечатления. Что меня трогает, так это ваша вера и искренность. Вы действительно хотите измениться, хотите жить так, как должно жить, используя каждую минуту по максимуму и применяя свои таланты и ресурсы для благословения других, особенно своей семьи. Если вы желаете в своем сердце рассказать всему миру, что есть любовь, прощение и спасение, путь, истина, и что здесь, в моем присутствии, они найдут силы, необходимые им, чтобы встать и начать все сначала. Отпустите прошлое, примите решение сами, и если вам нужна помощь, я здесь, чтобы протянуть вам руку. Я уберу все, что стоит на вашем пути. Так что не огорчайтесь, когда перестанете получать уведомления. Мои приветствия приходят с языков манипуляторов. На кресте я отдал свою жизнь, чтобы освободить вас. Вы рождены не для того, чтобы жить в эмоциональном рабстве. Крики и презрение ложной любви вы больше не услышите. Я вселяю в вас дух любви, самообладания, мужества и честности. Если вам придется столкнуться с людьми из прошлого, пройти через пламя, в котором вы сгорали раньше, не бойтесь. Я стою рядом с вами. Я остановлю пасти львов. Я одолею насмехающихся врагов. Вы пройдете сквозь огонь, и ни одежда ваша, ни волосы, ни подошвы ног ваших не будут испытывать той боли, которую испытывали прежде. Сегодня, во имя Мое святое, ты встретишься с этими конфликтами и победишь их. В Духе Моем Святом скажи мне с верой, что ты веришь мне. Активизируй свою веру, упражняй свою душу в Моем Слове и вспоминай все Мои обещания. Святой – это твой щит и твой меч, когда ты сталкиваешься с трудностями. Кто с вами? Всевышний Бог. Всемогущий Царь царей, Господь господствующих, величественный в силе и власти. Он дает вам силу побеждать. Ответьте: «Я хочу услышать вас». Почувствуйте, как эти слова зажигают веру, которая была обескуражена, разжигают пламя желания победить. Услышьте их, примите и поверьте. Нет такой вредной привычки или порока, который нельзя было бы преодолеть. Враг не имеет над вами власти, и вы должны верить в это, ибо ни колдовство, ни чары, ни привороты, ни заклинания не могут вам повредить. Армии зла окружают вас, но они только шумят, выкрикивают пустые угрозы. Они хотят, чтобы вы боялись их, потому что страх – это единственное, что может остановить вас. Восстань, храброе сердце. Напиши 999, чтобы получить эти благословения. Бог говорит: «Я уступаю тебе свою власть». Поднимись над конфликтами, которые пришли, чтобы отнять у тебя счастье. Сегодня разорваны твои цепи, уныние, которое тебя тяготило, эмоции, которые тебя одолевали, воспоминания, которые причиняли тебе боль. Все негативное закончилось сегодня. Дай мне руку,
и давай вместе пойдем к успеху и благословениям. Приходи завтра, слушай меня снова, и я дам тебе еще больше вечной живой воды. Мой Святой Дух здесь, чтобы вы всегда были наполнены моей любовью, которая окружает вас, и моим сверхъестественным присутствием, которое никогда не покинет вас. Я скажу вам еще раз, потому что знаю, когда вы слушаете, вы получаете радость и мир. Я люблю вас, мои благословения падают, как каскад святой воды, на вашу жизнь, вашу семью, вашу работу и ваш дом. Ничто и никто не сможет их остановить. Я хочу, чтобы вы приняли это обещание и обрели покой. Я нахожусь рядом с вами каждый день с того момента, как вы увидели свет. Мое присутствие окружает вас, мои войска защищают вас каждый день, а мой Святой Дух ведет вас сегодня, завтра и в вечность. Отпустите тревогу, наполнитесь спокойствием, пусть исчезнет страх. Я наполняю вас безопасностью. Из ваших уст польются фразы силы, которые вы будете говорить себе, но и делиться ими с окружающими вас людьми. Вы – источник святой и живой сладкой воды. Из вашего существа бьет свежий источник, возрождающий утраченные надежды. Верьте, за мной последнее слово, и мой диагноз идеально подходит для всего, с чем вы столкнулись. Сегодня я дам вам победу, я открою пути и поддержу вас. Держитесь за жизнь и откройте свое сердце, чтобы наполнить его любовью. Вы рождены, чтобы жить в окружении моего божественного света, а не оставаться во тьме, забившись в угол. Выйдите на солнечный свет, почувствуйте это ощущение, в конце туннеля тьмы есть свет. Оставь позади все то, что держало тебя в унынии и одиночестве. Обиды и оскорбления, крики и глупые слова, все попытки уничтожить вас и отнять ваши мечты, все это больше не нужно. Не прокручивайте это в голове и не пытайтесь вернуться в прошлое, чтобы собрать осколки, потому что его больше не существует. Ваша душа чиста, ваш разум спокоен, ваше сердце готово к новой жизни, полной счастья. Многие благословения придут к вам, двери и окна рая открыты благодаря вашей верности. Ты предложил свою веру и преданность, ты поставил меня на первое место, и я самый счастливый отец во Вселенной. Приди сейчас и давай отпразднуем твою грядущую победу, примем ее с тем же энтузиазмом, с которым ты встречаешь каждый день, с тем упорством, с которым ты преклоняешь колени, невзирая на время и ситуацию. Я хочу, чтобы вы пришли в мое присутствие так же, как приносите свои молитвы, и точно так же приняли триумф, приняли эти чудесные дары, которые я предлагаю вам. Мое слово – это сила для храбрых, сила для чемпионов, мудрость для всех, кто принимает меня в свое сердце. Выходите из той жизни, которой вы жили без веры и надежды. Я открываю для вас святую дверь, протягиваю вам руку и помогаю подняться по ступеням на более высокий духовный уровень, где сверхъестественное станет вашим новым образом жизни. Здесь вы будете видеть чудеса ежедневно, нужно только верить в них сердцем. Для подтверждения напишите 111. Бог говорит, мой Святой Дух будет вести тебя. Ты не просишь меня о суете и фантазиях. Ты знаешь, когда просить в нужное время,
и я радуюсь, видя твою благодарность, когда ты получаешь мой ответ. Вы будете использовать мои благословения для помощи другим и делиться с нуждающимися тем, что я даю вам. Ты не тот, кто предлагает помощь в малом, но приносишь счастье и утешение в смятенное сердце. Когда вы будете давать и нести другим это слово надежды и исцеления, вы будете еще больше благословлены моей сверхъестественной силой. Не бойтесь победы, не избегайте триумфа, не прячьтесь от процветания. Ваша семья получит огромное благословение. Многие ваши враги и даже неизвестные вам люди, которых вы встретите на своем пути, получат божественное прикосновение. Особое чудо выведет многих из печали и приведет их к счастью. Видите, как все это происходит благодаря вашему решению молиться. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы усилить связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!